Кыргызстане официально стартовала агитационная кампания к досрочным выборам депутатов Джорку Кенеша. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов напоминает кандидатам, политическим партиям и их доверенным лицам о строгом соблюдении законодательства и правилах честной политической конкуренции. Предвыборная агитация продлится всего 20 дней с 10 ноября до 8 утра 29 ноября. Голосование назначено на 30 ноября. Для участия в выборах Центральной избирательной комиссии зарегистрировано 465 кандидатов. При этом все формы агитации должны полностью соответствовать требованиям закона о выборах. Важно отметить, что агитация заканчивается в 12:00 предшествующего голосованию дня. Наступает так называемый день тишины, когда любая предвыборная деятельность запрещена. Общее количество избирателей по стране составляет более 4 миллионов 200 тысяч человек. Голосование пройдет в 30 округах, сформированных во всех регионах Кыргызстана. Всего по стране будет работать 2145 избирательных участков. Дополнительно открыты участки в аэропортах Бишкека и Аша, на крупнейших рынках, военных гарнизонах и ряде больниц. Для граждан, проживающих за границей, организованы 100 избирательных участках в 89 городах 34 стран мира. Созданы все условия, чтобы граждане могли активно участвовать в выборах и делать свой собственный выбор. Отбор достойных депутатов, которые будут инициировать правильные законопроекты, зависит от участия каждого избирателя. С момента объявления дня выборов президент неоднократно призывал народ сделать правильный выбор. Садыр Джапаров подчеркнул, особенно для молодежи важно не продавать свои голоса, и отметил, что государство создало все условия для свободного волеизъявления. Мен сіздерге кезектегі қайырлуым менен чыгууну туура көрүп отурам. За 30 лет вы повидали самых разных депутатов, и хороших, и плохих, и популистов, и демагогов, и крикунов, и ораторов, и богатых, и бедных, и тех, кто покупал голоса, и тех, кто их продавал. Поэтому я уверен, что вы уже стали настоящими мастерами в деле выборов депутатов. На предстоящих выборах прошу вас голосовать только за достойных. Выбор достойных теперь полностью в ваших руках. Не ограничивайтесь понятием «наш человек». Пусть он выдвигается из Чаткала или Алая, из Атбаши или Каркыры. Все они ваши. Мы все один народ. Для прозрачного проведения кампании Центральная комиссия провела жеребьевку между зарегистрированными кандидатами. Она определила очередность включения имен в избирательные бюллетени по 30 округам, а также распределила бесплатное эфирное время на государственных телеканалах и печатную площадь в государственных изданиях. Это гарантирует равные условия для всех участников кампании и исключает любые привилегии. Кроме того, кандидаты подписали меморандум о соблюдении правил кампании, которые фиксируют их обязательства по честной агитации. ЦИК подчеркивает, что кандидаты должны вести агитацию только в рамках своего избирательного фонда. Все расходы должны быть оплачены через специальные избирательные счета. Превышение лимитов строго запрещено. Категорически запрещается подкуп избирателей. Деньги, подарки, товары, льготные услуги, благотворительность или платные мероприятия. Использование административного ресурса, участие госслужащих в рабочее время, использование государственных помещений, транспорта, имущества, давление на студентов и бюджетников. Деструктивная агитация, ложные сведения о конкурентах, призывы к национальной, религиозной или социальной розни, язык вражды. Нарушение правил размещения материалов вне разрешенных площадок, вблизи участков в день голосования, порча материалов конкурентов. Все агитационные материалы должны быть оплачены через избирательные фонды, а отчетность регулярно предоставляться ЦИК. Мониторинговая группа имеется в Центральной избирательной комиссии. Если наша экспертная группа тоже выявит такие нарушения, будут предприниматься меры по устранению этих недостатков и принимаются меры согласно предусмотренным законодательством Кыргызской республики. Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров обратился ко всем участникам избирательного процесса. Он отметил, что Центр избирком начал принимать меры против кандидатов, нарушающих закон. Подкуп избирателей, незаконная агитация и действия, порочащие честь других участников, недопустимы. Выборы депутатов Джорку Кенеша находятся под личным контролем президента Садыра Джапарова, который требует их честного и прозрачного проведения. Кандидатам и их сторонникам напоминают, агитация должна быть законной и уважительной. Нарушения повлекут меры вплоть до отмены регистрации. Все участники равны перед законом. ЦИК действует против любых нарушений, включая распространение ложной информации. Необходимо соблюдать закон, уважать выбор граждан и обеспечить честную политическую кампанию. В случае
допущения со стороны кандидатов или других участников выборного процесса нарушения выборного законодательства, со стороны Центральной избирательной комиссии будут приняты строгие меры, вплоть до отмены регистрации этих кандидатов. При этом мы не должны забывать, что не только кандидаты или другие граждане, да и все имеют право, мы не должны забывать и об обязанностях. Обязанность заключается в четком, неукоснительном исполнении требований закона. На этих выборах внедрена возможность дистанционного голосования. Граждане могут проголосовать на любом участке страны, предъявив паспорт, даже если находятся в другом регионе или за границей. В областях проводят тестирование оборудования. Интернет, связь, отопление, техника на участках проверены. На участках установлены электронные счетчики, исключающие возможность двойного голосования. Наблюдать за процессом будут 150 наблюдателей от СНГ и более 1000 международных экспертов. Созданы специальные штабы, работающие по утвержденным алгоритмам, чтобы обеспечить прозрачность и честность выборов. Мы работаем по соответствующей международно-правовой базе. Это Конвенция о проведении выборов в рамках Содружества независимых государств. Она подразумевает четкий, понятный алгоритм осуществления наблюдения без вмешательства во внутренние дела государства, без вмешательства в волеизъявления граждан Кыргызстана, которые будут осуществлять свое избирательное право. На этих выборах впервые установлена обязательная квота для женщин. 1 из 3 депутатов от каждого округа должен быть женщиной. Это открывает новые возможности для равноправного участия женщин в политике Кыргызстана. Для участия в выборах 507 граждан внесли в избирательные фонды по 300 тысяч сомов. Всего 147 миллионов сомов направлены в республиканский бюджет. ЦИК и государство создают условия для честного, открытого и безопасного голосования, активное участие граждан, соблюдение закона кандидатами и прозрачность процесса – ключевые факторы, определяющие будущее страны. Каждый голос важен, а технологии и наблюдения обеспечивают равные возможности для всех. Эти выборы показывают, что Кыргызстан движется к прозрачной политической системе, где граждане имеют право голоса, кандидаты ведут кампанию честно, а государство контролирует соблюдение закона. Сымбат Алмазова, Бекжан Токтосунов, Ала-То, 24.